Віримо, можемо, переможемо. Віримо, можемо, переможемо. А зараз до мікрофону я запрошую намесника керівниці об'єднаного переходного кабінету Федора Павла Павловича Латушка. Шановний Сергій, передусім вітаю тебе на свободі. Я думаю, що для кожного з нас поособку і для всіх нас це сапраўды вельми важный момент, що ти на свободі, що у тебе стільки енергії, стільки емоцій. Сьогодні, коли ми розмовляли з президентом Польщі, ми казали, а де ж гэта мяжа бяспекі? Бяспекі для Європейського Союзу. І ми ведаємо, що ось зараз країни будуть мінувати гэтую мяжу паміж Беларусью і Європейським Союзом. Я лічу, гэта памылка. Да, з пункту гледжання бяспекі гэтых краін, зразумела, яны хочуць адчувати себе бяспечна ад таких жудасных рэжымаў, як Лукашенко, як Путин. Але я сказаў сёння прэзідэнту Польши, я думаю, вы мяне падтрымаеце, што мяжа бяспекі для Европы – гэта беларускі народ. Калісьці я, сустракаючыся з еўрапейскімі палітыкамі, казаў ім на пытанне, а чым мы можам вам дапамагчы? Я кажу, купіце F-35. Мне посол одной краины кажет, минулым разом вы просили F-16. Я кажу, ставки растут. Але я хочу сказать, что мы зараз находимся у тым ліку на информационной войне. И мы, сапраўды, маем вось гэтую зброю F-35. И гэта Сергей Тихановский. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Я вельмі задаволены з таго, што Сергей кажа пра аб'яднанне. Мы маем лідара, абраную прэзідэнтку Светлану Тихановскую. Яна наш лідар, і давайте павітаем яе. Мы маем зараз F-35. Мы моцныя духам. Мы бачым, што людзі рэагуюць пазітыўна, калі выходзяць на волю такія лідары, як Сергей Тихановский. Я узгадываю гэты момент, май 2020 года, прамы эфір, гэта было, здаецца, радыё «Свабода». Я глядзеў гэта ў прамым эфіры, як гэта адбылося жудаснае затрыманне Сергея. Я быў у шоку. Да, мы былі ў шоку ад сістэмы, можа, доўга, але тое, што адбылося туды на плошчы ў Гродні, як гэта было зманіпулявана, і мне здаецца, вось гэта і справакавала ў тым ліку людзей, што людзі пайшлі супраць гэтага злачынства, якое было здзейснена ў прамым эфіры на вачах беларускага народу. Сергей трымаўся 5 гадоў. Мы маем права здацца, калі ён вытрымаў 5 гадоў, не маем. Так вось да гэтага F-35 мы будзем дакладаць, калі хочаце, ядерныя бомбы. І учора быў падпісаны спецтрыбунал па адказнасці за агрэсію супраць Украіны. Падпісала Украіна і Савет Европы. Прэзідэнт Украіны Зеленскі, генеральны сакратар. І гэты трыбунал, і гэта навіна для Лукашэнкі, мае права падрыхтаваць абвінаваўчае заключэнне па злачынству агрэсіі, здзейсненым Александром Лукашенком. Усе яго хаўруснікі, генералы, такія як Хрэнін, і не хачу больш, Хрэніна дастаткова, я думаю, да? Пералічваць прозвішчы, павінны зразумець, што яны прадстануць перад трыбуналам за агрэсію супраць Украіны. У мяне добрая навіна у двукосці для Лукашэнкі, а для нас добрая навіна. Справа у Міжнародным крымінальным суде по военному злочинству, незаконному вывозу украинских детей расследуется. И у резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы написана абсолютно докладная формулировка. Загады на вывоз украинских детей с оккупованных территорий Украины давал асабіста Лукашенко. Ён виноват, и он за это откажет. Справа, якую инициировал урад Литвы у Международном криминальном суде, расследуется. Мы чакаем, что начнется расследование по сутности. И тогда мы побачим вот эту папочку, где будет написано «Уголовное дело Александр Лукашенко». За злочинство супраць Сергея, супраць кожного з нас. И он будет за это отказывать. Я віншую тебе, Сергей.
я вельмі рады, задаволены гэтым моментам. Гэта сапраўды такая яднаўчая, добрая хвіліна, момант. Але дай Боже, чтоб з такіх момантаў складывалася ў наше ўсё жыццё. Мы вернемся ў Беларусь. Жыве Беларусь! Друзья, напомнили мне про диктатора, чтобы рассмешить вас немножко. На встрече когда-то в СИЗО КГБ я ему говорю: ты зачем мне деньги подбросил? А ты как на меня обзывался? Представляете, этот человек что сказал? Обзывался на него. Кошмар. Он нас назвал майданутые, шалудивые, крысы, еще. А я всего лишь таракан. И все. Стоп, таракан! А до микрофона запрошаем спикера Координаційної ради третього скликання Артема Брохана. Спадарня Светлана, спадар Сергей, дозвольте повіншаваць вас з вызваленнем Сергея, з з'яднаннем вашай сям'і ад імя Координаційнай рады і ад сябе асабіста. І я бы хацеў сказаць, што вось гэтая навіна, гэтае вызваленне, гэта вельмі натхняльная рэч. Давайте паглядзім, колькі людзей прыйшло. Даўно на акцыях в Варшаве столькі людзей не было. Сапраўды, гэта натхняльная навіна ці не? Так, натхняльная. Я ад імя Координаційнай рады хацеў паведаміць. Просто посажены в группу за тое, что хотели вырашыць палітычны крызіс у нашай краіне. Але зараз яны сядзяць у турме. Сярод іх Марыя Калеснікова, Максим Знак. Мы будем робіць все, как гэтыя людзі могуць высваіць. Принимали криминальных 257 криминальных справ. Принимали циск народных и близких. Режим нават тут спрабуе ціснуць на людзей, размежыць, транснацыянальную злачынству робіць. Але Координаційная рада захавалася, і будзе працаваць. Тыя лідары, які выходзяць зараз з турмы, якія натхняюць людзей, гэта такая мотивація працаваць далей, каб інстытуты запоўніліся і рабілі сапраўдныя справы. І адной справай, якую мы зараз робім, гэта галасаванне па заяве про вызволение Сергея Тихановского и заклик до международных краинов, до институций парламента, Европейского Союза, Конгресса Соединенных Штатов Америки, Канады, парламента Великобритании. Толькі моцны ціск і скаардынаваная дыпламатыя могуць вызваліць людзей. Вось гэты той шлях, гэта галоўны тэзіс, які мы закладаем у гэтую заяву, якая будзе, якой будзе прагаласавана, падтрымана і даслана ў усе еўрапейскія парламенты. Гэта голас абраных людзей. Таму дзякуй вялікі, Сергей, што вы так моцна начиняеце нас, а мы будзем скаардынавана працаваць для того, как заховать незалежность нашей краины, взять отказность за ее будущее и домогчися свободы для всех белорусов. Живи Беларусь! Спасибо. Я як політв'язень собі віншую за звалення, тому що ведаю, що це таке. Але з великим повагом передаю віншувальне виступ і слово представниці Білоруської асоціації політв'язнів волі Антоніні Коноваловій. Всем здравствуйте. Сергей, я хочу поздравить вас для того, что это весь ад, который был у вас, он закончился. Моя семья, все люди, которые находятся по разным странам Евросоюза, безумно счастливы и рады. Я хочу поздравить также всех 13 человек, которые вышли. Для каждой семьи это огромное счастье, когда политзаключенный возвращается домой. Я безумно рада за Светлану. Я вижу, как начал гореть его глаза.
И это на самом деле дорого стоит. Я хочу сказать также всем белорусам, как и Сергей Тихановский, чтобы вы не сдавались, чтобы вы боролись дальше. Потому что тысячи и тысячи человек находятся в местах лишения свободы. Это тяжело. Я знаю, какие эмоции они сейчас испытывают там. Я знаю, какие эмоции испытывают те люди, которые выходят. Боритесь, пожалуйста, не сдавайтесь. До последнего побед заключенного. Пока мы не вернемся к себе на родину. Спасибо. Живи! 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 А зараз я хотел бы попросить сюди вывести на нашу пляцовку. Тут я не ведаю, як їх тут знайду, тому що ми тут змінилися кришки плана. Вольний хор. Ви тут? А, я не ось там. Я так думаю, що буде гучно. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь!
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Уважаемая громада, так уж сталося, что помник Коперника это уже некое намоленное место белорусами. И оно само уродилося, его обрали белорусы, и уже 4 годы неостомлено, кожную неделю, кожный тиждень, невзираючи на надвор'я, люди приходят сюди. Приходять для того, щоб виказати свої думки, свої погляди, приходять для того, щоб зустріти або підтримати нових політв'язів, які приїжджають сюди після визволення. Тому я дозволю сюди собі попитати несколько человек непосредственно от акції білорусів Варшави. Це їх пляцовка, і їм гонор, і їм слово. Дороженька Ганна, коли ласка. Сереж. Сергей, як сказав Олег, ти не думай, ми притягували боротьбу. Я виїхала в 21 году початку. Ты приехал в Воропаево в 20 году, это маленькая вёсочка, ты сдымал разбуранный, ну это я. Так, это вот еще тишотка, як Андрей, да, и он не ведает зараз, не, ну и он не идет, так. Я про то, что пришлось выехать. Мне так само катывали, я с моими внуками, я сразу скажу, я бабуля из вёски, вы видите, какая вёска, это Воропаево. І у этом Воропаеве, у день выборов мне посчастливилось застаться на подліку голосов, і у этой вёсцы атрымала перамогу Светлана Тихановская, не Лукашенко, это вёска это было. Это я сведку, у меня есть протокол, на Зубарь отправила. Мы змагались. На пекарнике мне тогда, как мы организовывали автопробег на 9 мая, меня на пекарнике в бане с внуками сховали, окружили, я Цыгановичу интервью давала. Я не про то я зараз хотіла казати. Ми гэтыя 4 гады, 5 амаль што гадоў змагаліся. Мы тут кожную недзелю збіраліся. Нас было, спачатку было шмат, потым было нас менш, але мы збіраліся. Таму што гэта такое месца, дзе много людзей ходзіць, каб яны бачылі, што беларусы ёсць, мы не здаліся. Як Павел Павлович сказаў, згубім плошчу, згубім Беларусь. Мы трымалі гэту плошчу і чакалі цябе, што ты прыйдзеш сюды да нас, на гэту плошчу. Я хочу сказать, сейчас скажу скоренько, я хочу белорусам сказать усім. Нас хочуть запужать. Лукашенко запужав усіх у Беларусі, і він хоче запужать нас тут. Многие ховають твари. Я не ховаюся, не боюся, хочу всім сказати, не бойтеся, нічого не зробіть. Ми самі собі придумуємо в голові гэты рамки, себе ховаємо гэты рамки. Не зможете нічого зробити супротив нас. Не треба бояться. Послухайте, давайте мы прочнемся, сдымем гэтые маски, окуляры черные, не будем бояться. Покажем гэтой падле вусатой, что мы его не боимся. Живи Беларусь! Ну, про 9 мая напомнили, знаете, какая история? Недавно приезжали агенты КГБ, я говорю, ну вы же понимаете, что вы меня ни за что держите вообще, ни за что. Я не совершил никакого криминального преступления, вообще никакого. Но ты же ведь помнишь, ты на 9 мая, ты сказал там, организовал антипарад в Бобруйске, может кто-то помнит. Когда перекрыли весь Бобруйск, чтобы никто из других городов даже не въехал, 350 машин в Бобруйске на стоянке, по-моему, там кошмар был. И ты тогда сказал такую фразу: если я организовал такое на 9 мая, представьте, что я организую на 9 августа. Это недавно мне сказали агенты КГБ. Вот и все мое обвинение. Это они признали, наконец, один раз мне хоть кто-то один там сказал, почему они меня задержали. И они, видно, уже сделали какой-то фильм «Чернуху», они про всех снимают. И там вот они эту фразу будут крутить. Видите, что я на 9 мая, даже сидя, а я тогда сидел в ВВС,
смог организовать, то что я смогу сделать на 9 августа? И вот тогда превентивно меня, других блогеров, политиков, всех начали задерживать, вы помните, и все. Друзья, перемены будут. Надо только верить в них, верить и действовать. Живя Беларусь! На свыше одне слово Йосиф. Так само в акции Варшавы. Серега, меня зовут Александр Сахаров, город Брест, я рабочий. Я хочу тебе пожать руку, что ты выдержал 5 лет в застенках в этих в лагере, короче. Это лучше быть на войне в Украине в 100 раз, чем сидеть в этой тюрьме. Какой прошел ты. Поэтому я жму тебе руку. Твою супругу, жену, Светлана Григорьевна, меня немножко знает. На удаленно. Живи Беларусь! Ты сказал, если есть вера и доверие. Конечно. Но я бы добавил к этому первое, с чего мы начинаем. Честность. Если есть честность, и будет доверие. Я лично рапорта писал на командира, чтобы он меня не посылал на боевое задание с теми людьми, которых я выбраковал для себя лично. Я провел 2 года в лавах ЗСУ в Украине. И звонился за виком отставку. Слава Украине! Друзья, вчера как раз ребята, которые наши калиновцы, бывшие, рассказали, что то, что они испытывают там действительно в Украине, это совсем якобы не то, что мы испытываем в тюрьме. А я вам скажу, что, друзья, вот наши герои, вот они герои, и они на самом деле, именно они получили вот этот весь кошмар. То, что мы пережили, это ерунда. Я думаю, иначе. Ну а зараз есть маленькая пропанова. Позывной мой Бача. Я также служил в агрессивной этой советской армии против свободного афганского народа. Признаю свою вину, покаялся. Еще я хочу момент такой. Белорусам как смыть свой позор, который сейчас рабочие, я как рабочий, делают оружие для России. И это оружие убивает моих братьев украинцев. Как они спят. Меня начинают уже подколачивать от этого. Как они могут? Эти бесхребетные, ничтожные люди. Слава Украине! Героям слава! Смерть рашистским оккупантам! Аминь! Живи Беларусь! Зараз, поважане громадство, вся справа тим, що наприкінці акції кожну неділю ми всі завжди збиралися і фотографувалися. Но нас сьогодні вельми шмат, тому є така пропанова. Ми дамо Сергію і Світлані ще 10 хвилин порозмовляти з нами. Хто захоче, зможе задати питання, тільки коли ласка підходьте до мене, щоб у нас не відбулося гвалту. І потім усі політв'язні, які тут присутнічають, йдуть на огульне здимання. Приймаємо гэта? Живи Беларусь! А перед тим, як ми дамо слово нашій вельми гонорливій сім'ї, у нас ще від акції Варшави присутнічають 2 самих головних спікера. На моїх очах гэты маленькие дети тримали фото своего батьки и своей маті. Матуля стоит побач, а наша дівчинка все так же, як і 2 годи тому, моцно і гучно кричить: Живе Беларусь! Як називають нас? Где живете ви? Роду якого ви? Хто помагав вам? Чим знакомитий? Стяг об'єднав вас який? бел, червона, бел. Хто оборонить нас? Наша погоня. Що вам потрібно? Живе
жить самостойно. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Дякую, Насточка. Живе Беларусь! Ще раз повторяю, хто жадає задати питання сподару Сергію, сподаре Світлані, сподарині Світлані, альбо Пал Павловичу Латушку, альбо Артему, есть открытый микрофон. Один и только, подойдите, коли ласка, до меня. Прывітанне. Спадар Сергей, гэта Юра Радзіо, Марыса Вайтович. На пресс-конференции вы казали, что вас не познала дашка и заплакали. Скажите, калі ласка, а ці познаете вы сегодня белорус? И якія адчуванні? Я уже сказал, что есть большая разница между теми белорусами, которых я видел в Гродно последний раз, когда я был на свободе в Беларуси, 29 мая 2020 года. И те белорусы верили в перемены. А эти белорусы, я смотрю, какие-то все-таки подавленные, запуганные. Ну давайте уже, ребята, все-таки, если мы хотим что-то сделать, ну давайте избавимся от этого чувства. Меня, например, это вот ваше вот уныние. Представьте, я сидел в тюрьме в таких условиях, в одиночке, ни с кем не разговаривая. И это чувство, которое я вижу у вас, которые живут в свободных демократических странах, у меня его не было, и у меня его нет. И у меня его никогда не будет, друзья. Живе Беларусь! И вы избавляйтесь от этого, избавляйтесь! Святлана, спадарня Святлана, віншуємо вас. Так само ми ведаємо, як ви чекали свого мужа. А як ви його кохаєте? Як кажеться, вони до землі і назад. Я это 2 раза на него. Приходьте до нас на ефір. Ми вас чекаємо. Конечно, обязательно. Спасибо вам. Наступний буде Білсат, але зараз Білорусь. Добрый день, шановні білоруси. Я хочу подякувати Сергію і Світлані за те, що вони нас об'єднали. Сьогодні підходило шмат журналістів, які цікавилися. І що ви будете робити далі? Я кажу, ми будемо об'єднуватися. Колись у город до нас приїхав Сергій, потім приїхала Світлана. І 5 років я бачу вас разом. І я вірю, що ми всі білоруси будемо разом. Обдимаю вас. Спасибо, спасибо. А я... Друзья, вот я еще хочу вам раз ответить на вопрос, что вы будете робить, да? Что вы будете робить далее? Друзья, лично я собираюсь этот режим сломать, как и тот тюремный. И даже если вы будете мне слабо, конечно, помогать, или не будете помогать вообще, я все равно буду ломать этот режим. Живе Беларусь! Живе! Але я скористаюся такою можливістю. У нас у асоціації шмат питань було, але я тільки один собі дозволю, тому що тут люди уживу, і найбільш важні. Вони зададуть свої питання, а ми, сподіваюся, ще з вами порозмовляємо. Але одно все ж таки спитаю. Акурат у эту тему. Ти кажеш, що ти будеш ламати режим. А у нас є питання. Чи буде Сергій? Я вибачаюся, у мене акцент. Я прошу прощения, я оговорился, прошу прощения. Там где-то надо будет, вычеркните, там поменяйте. Я не буду ломать этот режим. Я его сломаю. Я его сломаю. Питание такое. Чи будет Сергей как-то набирать людей в свою новую команду или вернет ли себе стареньких
или полностью замена на новых? Я выбачаюсь. Мне нужны люди в команду, у меня нет ни одного ни помощника, и даже пока нету своего телефона. Я взял старый разбитый Светин телефон и им пользуюсь. Понимаете? У меня даже нет интернета, я здесь езжу, вот, хочу посмотреть какие-то новости, ничего не могу сделать. Друзья, мне скоро будет нужна ваша помощь. Помощь всех белорусов. Я обозначу позиции, только я сначала с журналистами и блогерами переговорю, чтобы они наперед знали, что будет происходить. И потом я попрошу вашей помощи и скажу для чего. Я дам конкретный план. Конкретный план. Это будет, пока не буду забегать вперед, но без вашей помощи, я сказал, у меня получится просто такое легкое туристическое турне. А с вашей помощью я этот режим сломаю. Ну і я сподіваюся, доволі акурат у гэтым спісе так само на размову. А зараз Белсат. Сергей, от усей команды Белсата хотел бы вас повіншаваць з вызваленнем. У меня пытанне гаспадарыні Светланы і да вас. Да вас вы ўжо 6 дзён знаходзіцеся на свабодзе. Якое самае вялізнае, самае нечаканае адкрыццё вось за той час, што вы былі ў турме, і за гэтыя 6 дзён вы пабачылі і адкрылі для сябе? А гаспадарыні Светланы іншае пытанне. Подождите, вроде бы один вопрос каждому дают, а вы сразу два. Ну лучше Светлане, потому что в последнее время я говорю, но ее, наверное, хватало в эфире, да? И поэтому все-таки я тогда. Вы знаете, самое главное открытие для меня это были люди. Потому что тех людей, которых я там видел, я видел только этих сотрудников в основном. Я даже спрашивал их всех, почему они там не возмущаются, почему они там поддерживают эту власть. И одного спрашивал недавно, на вышке стоял, буквально неделю назад, говорил, да так он же столько лет, да, он же не меняется. Он говорит, а что, он зарплату платит нам, он зарплату нам платит. И вот самое главное, знаете, люди, которых видел я там, вот эти люди в погонах, они в основном милиционеры, эти все из сельской местности, ничего не надо. Они зарплату получили, все. Они никогда не были за границей, они не знают, что такое демократия, свобода. Они не знают, что такое свобода слова. Она им и не нужна поэтому. Я не говорю, что всем вот этим. И когда я приехал сюда, во-первых, я, конечно, видел дипломатов, и потом я увидел, ну, понятно, супругу, граждан Литвы, литовцев. У меня есть друзья литовцы. Я посмотрел, это же совсем другие люди. Я уже начинал думать, что люди как-то совсем уже, знаете, изменились, ну, и их просто вывернуло наизнанку, да. А сейчас я вижу, что люди, они такие замечательные. И раньше ведь пытались одним словом кого-то, да, охарактеризовать. Тихановский это уголовник, да, или это блогер. А ведь человек, он многогранен, да, он и семьянин, он там и отец, да, он и предприниматель и так далее. Да? Значит, друзья, самое главное открытие это люди. Люди. И вера, вот если она будет у нас, я вам серьезно говорю, мы это сделаем вместе. Сделаем. Только дайте эту веру и дайте это доверие. И все будет. Живе Беларусь! Живе! Ну і тут уже крышка у нас з часом зусім блага, а яшчэ хацелось бы сфотаграфавацца абавязкова. Я спадзяюся, што беларусы на гэтых прыступках усё ж такі выстрояцца, тэхніка іх возьме ўсе ў агульнае фота. Таму апошняе пытанне ад беларусаў. Добрый вечер, Сергей, вітаю вас, віншую вас з вызваленнем, журналістський Юра радую. Запытаю вас, задам сур'ёзнае пытанне, насамрэч. Вось вы казалі пра тое, што неабходна дамаўляцца ў тым ліку і з Дональдам Трампам, і, я так разумею, все роўна з Лукашэнкам, аб вызваленні людзей. Пры гэтым все кажуць пра неабходны ціск на рэжым. Вось дзе знайсці тую залатую сярэдзіну паміж ціскам і паміж вось гэтымі дамовамі, каб атрымалася, магчыма... Я вас понял, я понял. Дякую. Я никогда не говорил, что с ним надо разговаривать и о чем-то договариваться. Трамп уже давно там проработался, это предприниматель. Он, смотрите, он ничего ему не дал, а выпустил целого Тихановского. Понимаете? Ничего не дал ему вообще. Трамп не такой дурак, как может кому-то показаться, и не импульсивный человек. Американская дипломатия – это не детский садик вам, ребята. Это серьезная работа, которая велась, они мне сказали, несколько лет до этого. Это при другой администрации начиналось. И только при Трампе заканчивалось.
Поймите, и то, что нужно делать, я уже сказал президенту Дуде свое мнение, я сказал уже пану Сикорскому, я скажу здесь каждому премьеру и президенту в Евросоюзе, в США, в Канаде, в других странах, я скажу каждому, подготовьте новый, мощный пакет санкций против диктатора Лукашенко, не вводите их. Принесите ему, положите на стол и скажите, если вот эти политзаключенные, это даже сейчас Трамп их не выпустит, не выйдут, то мы введем. Зачем тебе эти 1000 человек? Ты выпустил 300. Да он и сам хочет выпустить, я же вам говорю. У меня информация от них. Они сами, меня-то уже давно готовили тоже. Меня же откармливали последний месяц. Если бы вы меня видели не откормленным, да и 2 года они мне давали двойную порцию. Вообще 2 года. А последний месяц уже и масло, и творог, и там что-то только не давали, и молоко, сок, давали там мясо, и жир какой-то, кошмар. И все равно вес почему-то, не прилипает. Может, там, кстати, ходит информация, что чем-то обкалывают каким-то, мне уколы тоже делали, я не знаю, ты не можешь отказаться. Тебе руки за спину и снимаешь штаны, и они тебе колят укол. И что там в этих иголках, чистая она или грязная, ты не знаешь. Меня еще никто не обследовал. Все заняты, и бюрократия очень серьезная в Евросоюзе. Я думал, как в Беларуси пришел в поликлинику и сразу все анализы сдал. У меня даже кровь еще никто не взял. Понимаете? Друзья, перемены будут, надо верить. Живе Беларусь! Живе! Ну а зараз усіх, хто жадають, зробіть агульне фото Каліласка на приступки. Преса, вам і так дали тут 3 питання, білорусів менее задало. Тому отойдите, коли ласка, дайте людям стать, дайте до їх пройти. На задній план. У вас у кожного своя студія, покликайте, до вас прийдуть. Я тут дійсно прийду. Калі ласка, дороженькие, хто жадає сфотографуватися, зробіть агульне фото на приступки. Поднимайтесь на приступки. Політвязі потім застануться, для нас так само буде місце. Все, проходьте, Коли ласка, отойдите крышку долей, да, приступа. Уважаемая пресса, дайте, коли ласка, пройти. Уже, там люди чекають. Павел Павлович, Светлана Георгиевна, оденьте. Артем! Пойдем. Нет.
Дороженькі, коли є ще у нас хоч пару хвилин, дайте, коли ласка, політв'язням, які вже опинилися тут, так само сфотографуватися. Поверьте, для нас це вельми важно. Освободите, коли нам, коли ласка, коли Сергія, Світлани, усіх, простору. Дякую велизне за розуміння. Політв'язні, підходимо на огульне фото. Коли ласка, еще раз попрошу, отойдите все на 5 метров. Пусть подойдут політв'язні. Майте гонор, белорусы. Дайте место людям, сидели все, может быть, разом. Там у маски барана. Отойдите, коли ласка, на 5 метров застаются только політв'язні. Разорался. Давайте вернемся, почему люди, которые за свободу, так и кажется. Как же образ там, ощущение сильного духа, с шапочкой. Чили.
Мы вельмі спадзяемся, што гэта не апошняя сустрэча. І, мажліва, на бліжэйшай акцыі Варшава мы зноў бачым Сергея і Светлану. А пакуль Варшава, развітаемся. Жыду Русь! Жыду Русь! Жыду Русь! Веры можем, пераможем! Веры можем, пераможем! Веры можем, пераможем! Для всіх остальных нагадую, наступная неделя от 14 годині, площадь Помник Коперника. Вас усіх жадаем бачить.